Эфирная информационная программа «Вести Кудымкар». Студия Татьяна Конюкова. Вечета талуня выпускын. Кариш туе занялося систем жикаш джимлявный лым пондаса виль техникан. Этноцентрын уджмуна виль проект пычкын. Кычам могге злоаса суджетамаш. Округун чулачено мероприятие с каднаитамаш компермяской кывлан лунгат. Беседный кариш пешеходной туе спондаса виль вынан. Благоустройство черты комбинат не без тракторез. Кудымкарич благоустройство черты комбината техника не бым пондакар администрациялым бюджеты швалы выделит там деньга и автопарк вельщамис уджалым понда локтиса кык виль трактор. Произведена поставка 2 тракторов марки МТЗ-320, оборудованных коммунальными отвалами. Также этим тракторам закуплены щетки, прицеп 1 ПТС-2, плуг и роторная косилка. На данных отвалах предусмотрены резиновые вставыши, которые сделаны для того, чтобы не проводить тротуарную плитку, которая у нас положена на тротуарах города. Данная техника будет содержать парк перед драмтеатром, площадь, аллея Кудымоша, парк Победы. Данная техника будет использоваться для содержания мест общего пользования и благоустройства города Кудымкара. Мини-трактор из мобильныш – это техника вылым по настойной высотный кариш пешеходной туез, ычканы турун, а прицепан от сачный благоустройства щерти мадик уджес коста. МТЗ-320 уджалым понда экономичный вариант. Это трактор вылым час костаму на куемщо виддаст грамм топлива, а когда вылым весат ченакарн ыни, кыкиш унажик. Техникалан габарит тезнев научил джикаш, и пырный пешеходный туез волосия понда сверманы кокнита. Говорят, работать будет. Обслуживание так надо делать. Новая она и всегда новая. Теплее, удобнее, легче, наверное. Виль трактор из данудана комплекта на оборудование не бым валамунис как миллион, как щелк мыздас, экмыс тысяча. Благоустройство черты комбинат надеется, что это луас не медбаря не бым. Медбовичный кудымкарным благоустройство черты порядок. Автопарк по нас вынчетны возможности с черты. У нас еще имеется для работы УАЗ-Патриот. УАЗ-Патриот, к нему прицеп легковой для перевозки работников, а также оборудование, малой механизации. Это косилки, газонокосилки, мотокосы. Ну, для работы нам еще необходим, я думаю, грузовую машину, какой-то самосвал для перевозки больших грузов. Вильтехника вылым пондаса керн тывша и гожим шауджиз. Качество машины озмучалась эксплуатация коста. Позже надечен мы пешеход des понда тротуарыз. Карн пыр луаса весатамаш. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Йок пондавештам шарти юалем еще шачужану уна. Кудымкариш коммунальное предприятие директор вишташис. Кыждамым да пондаса вештын твердый бытовой отход des понда кариш ол исчез. Декабрь помощь йог джимлялым шорти уч Кудымкар началось коммунальное предприятие. Виль годы закона пыриса виль вешемез. А не мусорный отход des джимлялым понда ол исчез вештын региональный операторла. С 1 января правила, как говорится, изменились, законы изменились, стал вывозить мусор региональный оператор. Для Пермского края это у нас организация Теплоэнерго, город Пермь. Вот. И другой вопрос, то что в квитанциях жители от нас, от коммунального предприятия, видят ту же строчку «Вывоз ТКО». Это не новое начисление, это у нас долги 18-17 года. Una квартира керкез ол исчезла энедж эзлокта квитанциез, но кычшис коммунальное предприятие юралиш кола терпенью, бдс платеж эзлоктаса. Сиджа утирла кола теднышты региональный оператор частный сектор ол исчез. Понда совештен йог понда морчань, а многоквартирный язык квадратный метр понда. Это у нас получается 3,38 рублей. Это у нас стоимость квадратного метра. И умножаем, скажем, ну, берем квартиру метров 50, средняя квадратная. Получится у нас 169 рублей. Это с квартиры в 50 квадратных метров. Ежемесячно житель у нас
будет отдавать вот такую сумму. Что касаемо частных домов, которых в Кудымкаре у нас очень много, то там будет браться с человека. С человека у нас там будет браться 71 рубль 68 копеек. Но не более 2 человек с одного домовладения. Февральда шишимат лун вишталам ком пермяской кывлан ним лунан. Это луна чула чизбыт гоча атласа ком пермяской диктант. Акция выловетлис миян корреспондент Дмитрий Буланов. Елена Виллисова вместе с дочкой к диктанту на родном языке подходит серьезно. За пару дней начинают готовиться и вспоминают все основные правила. Времени уходит много, ведь только падежей в Коми-Пермяцком 17. Я училась в Пешенегорской школе, мои учителя не дадут обмануть. Я учила этот язык прямо с таким удовольствием, читала много литературы. Я очень люблю свой коми-пермяцкий язык и, наверное, поэтому проверяю свои знания. Не хочу их терять. И хочу передать своим детям. Но в этом году как-то уже более подготовились. Надеемся на 5. Проверить знания языка могли все желающие. Диктант проходил 2 дня. В первый писали текст из творчества коми-пермяцкого писателя Тимофея Фадеева, во второй – Валерьяна Баталова. В Дымкаре за 2 дня диктант написали около 100 человек. Всего на территории Коми-Пермяцкого округа организованы 40 площадок, на территории России еще 6. Всего ожидается более 600 участников, написавших диктант. Диктант приурочен ко Дню коми-пермяцкого языка, который был учрежден указом губернатора в феврале 2010 года. Нынче его пишут в 3-й раз. Площадки организованы в Перми, Березниках, Сыктывкаре, Москве. Есть юмор в тексте, есть прямая речь, ну и, конечно, очень много знаков препинания. Ну, есть названия рек, устаревшие слова. Я школу закончил 15 лет назад. Очень давно не писал на коми-пермяцком, но рассчитываю на 4. Оцениваться работы будут по 3-бальной системе. За диктант можно получить Туяна, позже с Буржика, Эдинбург. Эдинбург — это очень хорошо, можно сказать, что это 5. Туяна, но можно перевести так, что да, можно писать и так. И ту из Буржика можно было получше. Вот так вот переводим, если дословно. Уровень подготовки совсем неплохой. То есть уровень знаний грамматики коми-пермяцкого языка, родного языка для тех, кто приходит на эти площадки и пишет, как мы говорим, мамки вылын, экспертами оценивается как средний. Все участники получат сертификаты, а тем, кто напишут на оценку Эдинбург, вручат книги коми-пермяцких авторов. Итоги будут известны 20 марта. Дмитрий Буланов, Алексей Быков, Вести Пермь. Этноцентрлан уджалыще заркматыса виль проект. Пондатамут чулача здоровье черты ограниченной возможности зачелять кат. Округ почта здоровья черты ограниченной возможности зачелять кат муна быт кодюдж. Это пондалашечные программы изда проекты скыдна пучкан зората началять лишь ашамак ужаммез. Оштаны на один виль возможностез. Сычка решетно центр реализует проект, катан муна уж не только челять кат, но и джиджи котир кат. Коми-пермяцкий этнокультурный центр очень долгое время работает с благотворительным фондом «Фонд деревни Светлая». Этот благотворительный фонд занимается тем, что проводит различные мероприятия по реабилитации инвалидов. Не только детей, но в основном взрослых инвалидов, подростков и молодежи. И в этом году, в 2019 году, руководитель фонда Калина Светлана Анатольевна выиграла президентский грант. И сейчас мы в мастерске в Кудымкаре реализуем проект, который называется «Профессиональные пробы». Это проект пондас чулачины коррекционной школы из велочищескат да джуджикескат. Кадналан здоровьен эмеш вещеммез. Уж пондас мунонетик направлению черты. Ткаческой мастерской банлан обработка да набойка. Результатом этого проекта станет участие этих ребяток с их работами в различных выставках, в ярмарках различного уровня, которые будем проводить мы. И, допустим, куда-то будем вывозить в Пермь, в другие города работы этих ребят. Вот. Ну и как результат каждый ребенок должен определиться, какое мастерство ему подходит. И, возможно, в будущем вот именно вот это мастерство станет ему возможностью для творческой самореализации, возможностью для дополнительного заработка. Страна почта ушкатиса тадвала история и шнегаша событий. Куимдас год чулалась качпеткатиса республика Афганистан и советской войска. Война – это гибель всего родного,
кровь без людей, люди без крова. Война – это черное грустное дело. Да, сгодша афганская война, он трагическая и героическая лист бок кезла и участник кезла кожналися кудымкарын митинг. Солдатлан мемориал был акшиса боевые действия злам ветеранниз. Афганская война участник кез, да каштылися история гаштом события. Просто хочу сказать, что ребята выполняли свой не то что национальный долг, свой воинский долг, воинскую присягу. И им хочется очень большое сказать спасибо, что действительно чувствовали ответственность. И чувствовали, что Родина приказала, они пошли. И хочется пожелать всем ребятам здоровья, самое главное здоровья. Успехов во всем, всех благ. Акшем Костаушкати затъдвала очулалам каца. Вищтали зашоны ткъвез ветеранни зла. Паметлиш даншети са герои зла. Кин Афганиш ез Берт Горта. Коим да сгод чулали сия качань, къчи Республика Афганистаниш. Петкъти са советская войска ез. Шурави, сегодня 30 лет, как мы вернулись домой. Желаю вам счастья, здоровья, родным и вашим близким. И самое главное, мирного неба над головой. Воины из интернационалисты заскаштили са буркывезен да джориджезен. Округиш кык шонёл да сквать морд. Вали са этапе щемлан участникезен. Кудымкарска да Юрлинска райониш феврален да светът луна уна из локти са ытласа акшемвала. Кариш культуралан керку не панталис юралиш. Мы потеряли достаточно много наших молодых парней. И считаю, что сегодня мы должны помнить о тех, как мы помним о ветеранах войны, о тех других конфликтных войнах. Ну а тех, кто сегодня остался живой, те, кто сегодня мы будем чествовать, дай Бог им здоровья, благодарность от потомков. Они действительно отдали свой долг нам, нашему будущему поколению. Вечная слава нашим героям. Ние шуи са героязен и лъшоти са шон панташем. Мед быстрана понда аши негажа на тъчна дата. Верми шет на ветераны зла лънь. И ние достойна верми са кашты на верми шизас. Зала натяли са мужество и героизм понда. Интернациональный долг да боевой конфликтен моггес с учетом понда. Афганская война он история, гижис история лишь листбоккез участник лан быть семьян. Был я там год, но этот год как вечность. Ну, тяжело. Все как один, молодые, необученные. Ну, всяко было, тяжело. Первого погибшего даже помню. Вот до сих пор, как он упал в пропасть вместе с машиной. Когда его достали оттуда, он был весь как бересто-белый, бумажка, и ноги отрубило, в общем. Вот тот момент до сих пор в голове. Лойса ытлан не откудя, но долг вели этик. Только победа понда пещиса миан земляккез. 2 августа мы прибыли в Афганистан, город Шандан, а затем распределили по заставам и попала в 101-й мотострелковый полк. У этого полка заставы вплоть до границы, опять в обратную сторону, только с другой стороны, с афганцев уже. Вот. В первую батарею, так как я был наводчик. Твоя жизнь в твоих руках. Так было там. Шакът события чулались, а зубы ты скольчис. Кыч память, когда ола этна фотография эзен, мамме злагижам письмо эзен, да медбаря пулян. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Кудымкар ишвела чище злоится физкультура шерти Всероссийской олимпиадалан призер резен. Кудымкар муниципальный турлам вермище здорье сакардышним физкультура шерти региональный этапын. И бура выступить севермашемын. Какът номера школа аж дасът и дасътикът классы швела чищез. Мычали со спортом бурта дъммез и физической возможностез.
Была практика и теория. Теоретический тест обязательно 45 минут. Там энное количество вопросов, гимнастика и легкая атлетика. Должен быть универсалом по физической культуре в Олимпиаде школьник обязательно. Призеры Лоиса Макар Гордеев и Андрей Хозяшев. Физкультура черти Олимпиада амвелачище шептиса вылын баллез. Это турн спортсмены злаколис лону вежерезен быдысын. В тесте были вопросы разные. Были и по тренерам, которые тренировали олимпийских чемпионов, и были вопросы на соотношение этих тренеров с их учениками. Самое трудное для меня это было правила игр, которые включались в Олимпийские игры и зимние, и летние. Олимпиада участники скотертиса дистанция к километр. Тренер Тедис кычтуе советтизен отцав насас командала. Каждый круг, когда мы бегали эти 2 километра, Галина Дмитриевна нам подсказывала, как нужно бегать, бежать в следующий круг, ускоряться или наоборот замедлять темп, чтобы поддерживать выносливость и чтобы как-то войти в определенное время. В прошлом году я не занял призовое место, и я проанализировал свои результаты и подготовился очень хорошо. Готовился, можно сказать, целыми днями, скорее всего. После уроков оставались и занимались в спортзале. Победа школьная копилка Ансодиса, а велочище сготовишь очлань уджавну да быдмыны. Очень рада за них. Я желаю, чтобы они в дальнейшем также выступали успешно во всех начинаниях своих, и в учебе, и в спорте. Они оба спортсмена, то есть это их доля. Вачкищана Олимпиада с краем по нас чулавные модик предметы с черти. Всероссийская звала кычипыр, у нас только муниципальный туризм вермещез. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Татсашный Леонид Брашкин лануджаскат вермас быдыс. Компермятский краеведческий музей ощис художниклан персональная выставка. Быт мортла дона аслас горд гагариш верва. Кинка это басак самочала в бурез да песни спурет. Кинка фотографируйте, а кинка рисуйте картины. Леонид Николаевич лося мортан когда пыдана ача да кыла гагариш верва и пятката сия бумага была. Художниклан гаграсадата кеже Компермятский краеведческий музей лощетиса выставка. Кышторьечи серпасалыш сыуджизен быт прыща позже аджины радейтем гагариш мир да мат еще дердына. Еще учат качань медбурасылан шогмиса пейзажной зарисовки. Творчество началось с любви к рисунку. Как я помню, я в детстве все время рисовал. Родители поощряли, покупали карандаши, краски. Помню, лежал в больнице когда-то, у меня врачи взяли весь мой альбом на память. Надо просто бесконечно уважать то, чем ты занимаешься, любить свое дело, любить то, что ты изображаешь, потому что без этого картины не будет. Будет пачкулечка одна, намазанная краской, вот и все. А чтобы какое-то появилось чувство, чтобы кто-то восторгался тобой, надо вот этот восторг суметь донести как-то до зрителя. А эта штука тонкая. Талуня луна художник и поду тысяч пяти снят еще картина, каднакерам аж быт хоть жанр резин. Выставка вылыш позже виджетный матыш отерлыш портретес, компермятский фольклориш героезас, пейзажес. Акшем было локтиса художник лан матыш отер, быдыс Николасыш ушкатиса тадвыла Леонид Николаевич кат атласа уж елыш. Мой учитель, который, будем так говорить, научил меня композиции, цвету, свету и вообще мыслить о жизни. Вот. А Леонид Николаевич человек такой уникальный, и картины у него, получаются живые, красивые и выражают его характер, его, будем так, жизнь. В своей творческой жизни фотографа и телеоператора я так, благодарен ему, потому что научился многим вещам, вам так говорить, художественного выражения от него, от Леонида Николаевича. Виджетыша скывзиса художника статсашиса сы творчество кат. Бъда свиджетиса картины из баитиса наилыш. Нелькиачис шерпасалыши смучалась датацатис асла суджескат. Вишташис кыч аркмис идея. Кычем щекатис панташиса картина вылан уджавтен. Выставка художника, графика, живописца, члена Союза художников России Леонида Николаевича Брашкина носит название «Творческий калейдоскоп».
Выставка у нас начинается сегодня, с 14 февраля, и продлится до 25 марта, до конца марта. На выставке представлено 67 творческих работ и много эскизов. В общей сложности их у меня получилось 106. Выставка был инсвиджала салашетамаш экскурсиез. Кин бытацаща художниклан творчество катбер маслок на музее. Татын быт прыщамут чаласа да виштащаса быт картина елыш. Татьяна Конюкова, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Чулалам шачищан луннес коста белва ювылык шиса черикыемлан радей тыщез. Кыт чулалы свербашем бюджета очланша сюжетін. Ловись, рыбка большая, маленькая. Раиса Овчинникова ежегодно принимает участие в конкурсе рыбаков Кудымкарского района. Ловлей рыбы увлекается с самого детства. Навыки отточены, правда, пока победу одержать не удавалось. Конкуренция высокая. Сама с этой деревни, но поблизости у нас деревня была другая. Постоянно мы на речке были, ловили рыбу, на этом питались. Семья большая была, потому что вот теперь тоже каждый год участвую. Какой улов нынче и какой улов был раньше? Позапрошлый год вот я поймала много рыбок, а прошлый год тоже не поймала. А нынче опять что-то не ловится. А у кого-то ловится, не знаете? Что-то говорят, ловят. По 4 штуки уже поймали. На реке Велва собрались профессионалы рыбной ловли. Здесь участники не только с Кудымкарского, но и с Юсинского районов. Есть команда из Кудымкара. Всего через 30 минут после старта уже знатный улов. Так, грамм 600. Щучку поймал. У других на крючок попались рыбы поменьше, зато по количеству намного больше. Нет, не рассчитываю. Почему? Потому что, наверное, удачливые есть. Рыбаки-то, они, вон, смотрю, щучку поймали около килограмма, это уже вес-то дает. А тут вес не наберешь, я всего 5-ю рыбку поймал. Это ерши, окуни, головли. Кстати, чтобы стать победителем, важен не только общий вес и количество. Номинаций и призов хватит на всех. Сегодня призы учреждены в нескольких номинациях. За самый большой улов также будет оцениваться самая большая и самая маленькая рыбка. Вот окунь. За звание самой большой, наверное, он не поборется, но за звание самой маленькой возможен и приз. Кроме того, будет определен участник, который быстрее всех прорубит лунку. Прошлогодний рекорд – 6 секунд. Сегодня у нас собралось здесь поучаствовать 20 команд с представителей Кудымкарского района. Также у нас есть команда ветеранов Кудымкарского района и театр. Сегодня практически в полном составе. Это где-то 80 участников, плюс-минус где-то 5, потому что еще личка есть. Личные участники. Если не ошибаюсь, то это у нас пока что рекорд, скорее всего, да. Вот именно по количеству участников на данный момент, скорее всего, рекорд. На ловлю всего отведено 1,5 часа. Абсолютные победители получат кубки за 1-е, 2-е, 3-е место. Но для большинства участников главное не победа, просто возможность провести время на свежем воздухе. Кстати, каждого пришедшего угощали ухой сваренной на костре. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести, Пермь. Это был Инмян Быдас, а Джишлытач Виль Панташемач.